Добрый вечер, дорогие нюрнбергенцы. Я председатель общества возрождения советских немцев. Можно сказать, всей республики Якутии. Прибыв 24 числа со съезда немцев из города Москвы, на котором решался вопрос о создании республики на Волге. Наше правительство не могло быть на съезде. Было поздравительное письмо Горбачеву Михаилу Сергеевичу. Читал его Яковлев и председатель национальностей России Прокопьев Леонид Прокопьевич. В приветственном письме говорилось о том, что республика на Волге нужна. Немцы России должны находиться в России. Ни в коем случае, чтобы немцы не выезжали. На съезде решился вопрос о том, что 12 марта 1991 года состоялся чрезвычайный съезд немцев, руководимый Гусевым оргкомитет признал, что этот съезд недействительный. Но 18 числа сентября месяца, прибыв на съезд, делегаты съезда признали о том, что съезд был полномочным и назвали его чрезвычайным съездом. Сейчас проходил как второй этап съезда. На втором этапе съезда были избраны, можно сказать, представители Временной Республики, 100 человек. Остальные, руководители будущей республики будут избраны из местного населения на проживающей территории бывшей немецкой республики, то есть Волгограда и Саратова. Наше общество имеет постоянную связь с Федеративной Республикой Германии, то есть ФАУДА, это землячество немцев из России, которые нам оказывают помощь в культурном просветительном обществе. Ну вот взять пособие для обучения первого класса и методическое пособие для преподавателей. Вот такие вот книги. Хотелось бы, чтобы нюрнбергенцы, особенно проживающие из Волгограда, Саратова, явились к нам 10 числа в кукольный театр для референдума. Нужна ли республика на Волге или нет? Должно подписываться договор с Федеративной Республикой Германии и Россией, при котором будут участвовать наши временные представители во главе Гроута об оказании в России финансовой помощи. Это будет происходить 29 ноября во главе с Колем. Есть у нас люди, которые нам помогают, скажем, как зампредседателя горосполкома Людмила Александровна и директор школы номер 4, которая нам предоставляет помещение для обучения наших немцев, обучения немецкого языка.